Добрый вечер. Я приветствую вас в прямом эфире Сибайской студии телерадиовещания. Зовут меня Алина Полянская, и, как всегда, в это время по вторникам мы встречаемся с вами в программе «Крупным планом». И сегодня гость нашей студии, долгожданный, надо сказать, гость, директор Сибайского концертно-театрального объединения Айбулат Минигалевич Кутушев. Добрый вечер, Айбулат Минигалевич. Вечер добрый. Мы встречаемся с вами накануне больших праздников, да, в общем-то, праздников именно ваших профессиональных. Об этом поговорим чуть позже. Ну, а для начала я хотела бы нашим телезрителям обратиться и сказать, что, возможно, для многих из вас гость наш сегодняшний человек незнакомый, хотя журналистам и корреспондентам он, естественно, знаком, поскольку по роду деятельности нам приходилось пересекаться. Так вот, Айбулат Минигалевич, для того, чтобы познакомить вас с большим кругом сибайцев, с нашими телезрителями, хотелось бы, чтобы вы немножечко рассказали о себе. Ну, если коротко, я родом из деревни Мухаметова, Белградского района. И вот в 1997 году, после окончания Института искусств, я начал с женой работать в Сибайском театре имени Арслана Барякова. И я там проработал 15 лет. И в 2012 году нас пригласили в город Ишимбай. Ну, вначале я был директором дворца, потом уже на следующий год назначили начальником отдела культуры. И вот прошло чуть больше, почти 4 года, и мы вернулись тоже по приглашению, ну, можно сказать, по назначению Министерства культуры. Уже 26 октября я уже работаю директором концертно-театрального объединения. Сибайское концертно-театральное объединение. Ну, а я для наших телезрителей еще вот такую информацию хочу сказать, что да, действительно, почитатели театрального искусства хорошо вас помнят, поскольку, да, 15 лет в Сибайском башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова. Но, кстати, в 2000 году Айбулат Минигалевич был удостоен звания «Лучший актер второго плана», а чуть позже, в каком году? В 2006. В 2006 высокого звания «Заслуженный артист Башкортостана». Ну, вот прошло чуть меньше полугода, как вы возглавили Сибайское концертно-театральное объединение. Так получилось, что у руля этого культурного учреждения вы встали в нелегкое время. Предстоит проделать огромную работу по восстановлению здания филармонии. С каким настроением вы приняли новую должность? Ну, как сказать, я приехал сюда, как сказать, то, если не я. Угу. Как спецназ. Ну да, потому что пока молодой, но уже какой-то небольшой опыт есть уже как руководитель. И город знакомый, и коллеги, и друзья здесь у меня тоже хорошие. И поэтому просто надо было вернуться, и тем более и квартира здесь была, и поэтому надо было вернуться, и надо было просто работать. А работы я не боюсь. Ну, а вот ваши коллеги, они оказывают вам поддержку? Ну, конечно, не только, моральную поддержку, конечно, есть, и духовную поддержку, потому что без поддержки никак. Ну, не получилось так, что вы один против стихии, так скажем? Нет, потому что, хотя я работал в театре, мы с артистами филармонии выезжали и на гастроли, и поэтому и на праздниках встречались, и на городских мероприятиях тоже. Поэтому они для меня тоже родные. Как принял коллектив? Хорошо принял. Хорошо. Хорошо принял, потому что они меня знают, я их знаю. Ну вот, уже, как вы говорили, я уже почти полгода работаю, чтобы не сглазить, пока у нас все хорошо. Ну да, в общем-то, не слышно нигде, чтобы высказывались мнения о том, что не тот человек у руля, да? То есть это говорит о том, что у ваших коллег большой кредит доверия к вам. Да. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и телефон редакции уже активированы. Вы можете задать свои вопросы Айбулату Минигалевичу. 514-94 и 514-95. Звоните. Мы обязательно все ваши вопросы передадим нашему гостю. За вот этот небольшой промежуток времени вам наверняка удалось оценить, так скажем, и масштабы бедствия, сложившуюся ситуацию в Сибайском концертно-театральном объединении. Стало быть, намечены планы на будущее. Каковы они? Первоочередные, второстепенные? Ну, первоочередные,
чтобы сохранить коллектив, в первую очередь, потому что без здания, без стационара трудно, потому что вы сами знаете, это как бы без своего дома, как бы, когда все время снимаешь, тоже неудобно, да. Так ведь? А пока мы творим, хотя у нас своего дома нет, хотя мы снимаем пока, арендуем и выезжаем все время на гастроли, потому что как бы выполняем государственные задания. А если мы будем сидеть, сложа руки, тогда у нас ничего не получится, потому что мы же все-таки надеемся, что будет, как нам глава республики обещал, в 2018 году уже будет наш свой дом. И чтобы потом дальше больше легче было работать, потому что без базы как-то, без каких-то новых программ уже дальше больше еще надо жить, потому что и надо ездить. У нас же как бы, хотя мы считаемся учреждением, но мы все время на колесах. И Сибайский драмтеатр имени Арслана Мубарякова, у нас вот специфика такая работа, мы на гастролях все время. И у нас государственные задания, как бы тоже гастроли, свои планы, там и зритель, и финансовые вопросы все равно приходится решать только как бы с гастролями. А потому что город маленький, например, каждый день мы уже не можем показывать какие-то новые программы или какие-то программы, потому что есть приезжают другие, и до этого еще так было, и, наверное, после этого тоже новые коллективы, которые наши коллеги, может быть, из других городов или из других регионов, они все равно будут, надеюсь, будут приезжать уже в нашу филармонию. Ну и потом все-таки это такая, на мой взгляд, высокая миссия быть проводниками культуры и искусства в массы. Да? Ну, да, Сибай, в общем-то, я считаю, что сибайцы счастливые люди, потому что имеют возможность посещать и театральные постановки, и концерты филармонии, да, где и различные жанры искусства. А вот в отдаленных, в деревнях, в поселках, где люди также нуждаются, да, в вот этом, так скажем, отдохновении от всех, ну, от суеты будничной, это, конечно же, необходимо. Но вот вы сейчас как раз затронули вот эту тему, которую, естественно, мы обойти в нашем разговоре никак не можем. В сентябре прошлого года сгорела филармония. Это стало большой потерей не только для коллектива, да, это стало большой потерей для всех горожан. В культурном плане многие искренне переживали и до сих пор переживают за судьбу филармонии. Вот из первых уст хотелось бы узнать, на каком этапе сейчас восстановление? Ну, многие, наверное, понимают, что это как бы строительство, это не только там кирпичи и все остальное. В первую очередь надо как-то все бумажную волокиту, все это пройти, потому что и проектно-сметная документация очень долго все это делается. Пока вот в марте месяце приезжали с Уфы, там три бригады приехали, они пока обследовали здание, после пожара все-таки, так да. Ведь? Потом они геологические экспертизу они провели, потому что грунт надо проверить, все это надо проверять, это как бы отнимает очень много времени. Вопрос не одного дня. Да, вопрос не одного дня. Там еще, вы сами понимаете, сейчас такое время, кризис, и финансовые тоже проблемы есть, конечно. Но мы надеемся все-таки, как глава республики все-таки обещал к 2018 году, тем более у нас в 2020 году фольклориада всемирная нашей республики проводится, и все равно как бы город Сибай не останется как бы в стороне. Все равно город Сибай как бы, я надеюсь, все равно останется, будет центром вот этого фестиваля. Ну и к нам уже поступают вопросы от телезрителей. Стараемся не пропускать ваши концерты. И хочется сказать, что всегда уходим довольными с концерта, всегда в приподнятом настроении. Желаем всему творческому коллективу успехов, верных зрителей и благополучия. Вот спасибо большое. Это как раз те слова поддержки, которые, как вы говорите, как раз мы нуждаемся, расправляют крылья за спиной. Вернемся к зданию филармонии. Насколько я знаю, вы можете меня поправить, если я ошибаюсь, там будет небольшая перепланировка. Вот можете как-то на словах немножечко объяснить? Я бы как бы поправил бы не только небольшая, там будет большая. Грандиозная перепланировка. Да, перепланировка, потому что там будет, пока мы так работаем над этим, там будет 3 зала.
Зал, потому что у нас же, кроме филармонии, у нас еще театр Сулпан есть, детский театр Сулпан. Там для них на втором этаже будет уже как бы отдельный зал, потом большой зал на 450, на 500 мест рассчитываем. И будет камерный зал. То есть это вот со специальной такой акустической атмосферой, да, для тоже как бы любителей камерной музыки. Камерной музыки, да. Без фонограммы, без ничего. Там все равно будут приезжать, надеюсь. Это вот в таких залах акапеллы исполняют? Да. И вот сейчас, пока филармония, вот это здание по проекту останется как фойе только уже. Вот представляете, да, ведь? А потом уже... А все остальное совершенно поменяет свой облик. Да, совершенно в других местах будут находиться там гардероб и прочее. Все. Там и будет и кафе, и все остальное там, и мастерские, все там будет, и, как бы сказать, и танцевальный зал там уже отдельно будет, и гардероб уже больше будет намного, и удобнее будет, как бы, нахождение гардероба, потому что, ну, пока я не раскрою все тайны. Все тайны, да. А вот знаете, в прошлом году мы часто беседовали на такую тему, что очень многие люди, конечно, бы хотели посещать концерты, но не имеют такой возможности из-за того, что у них маленькие дети, да, их негде оставить, они их берут с собой, другие зрители недовольны, потому что маленькие дети – это шум, беготня и прочее. Что-то вот для решения, много раз эта тема поднималась, для решения вот именно этой проблемы не будет там какой-нибудь игровой комнаты заложено? Ну, пока мы занимаемся вот тех заданием как раз вот с этими вопросами, надеемся, что будет как бы какая-то игровая комната, потому что сейчас же все как бы учреждения культуры строят как бы многофункциональными. Вот поэтому и филармония, как бы, наверное, я тоже так думаю, что будет как-то многофункциональным. Ну, поскольку, если я правильно поняла, снаружи она сохранит свой исторический облик. Снаружи да, потому не что будет. Как бы учреждение как бы архитектурное наследие мы должны как бы сохранить, и поэтому облик все равно, как бы фасадная часть все равно останется. А внутри будет уже современный, и оборудование, и кресла, и все остальное. Мы будем как бы стараемся сохранить тот же стиль, как бы сталинский стиль говорят, тот же стиль, там, я думаю, так шикарного евроремонта не будет, а вот чтобы сохранился вот тот стиль. Чтобы ты, когда приходишь, понимал, что ты пришел не в кинотеатр, а в храм искусства. Да. Ну что ж, очень интересно. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что если у вас есть вопросы к Айбулату Минигалиевичу, задавайте их 514-94, 514-95. Подводить итоги творческого сезона пока рановато, он еще не закончился. Тем не менее, вопрос такой. Удалось ли достичь намеченных планов? И вообще, с каким настроением коллектив ждет нового здания? Да? С каким настроением ежедневно приходит на работу, скажем так, на службу? И еще такой вопрос, связанный с тем, что у нас зима преподносит сюрприз за сюрпризом, а как вы уже сказали, гастрольная деятельность у вас довольно активная. Вот как зимой с буранами, метелями, закрытыми трассами удалось осуществить гастроли? Ну, конечно, было очень тяжело, потому что организация гастролей, потому что у нас же, я же уже сказал, у нас своего как бы здания нет, потому что и мы должны вынуждены зарабатывать деньги как бы на выезде. Но, слава богу, у нас все нормально сложилось, пока вот первый квартал мы закрываем уже 100 с лишним процентов у нас уже есть уже. Поэтому, ну, конечно, артисты устают, но они понимают, что это как бы временно все это. Поэтому и я благодарен им, потому что они без понятия, как бы, без поддержки тоже никак. Они, как бы, они меня поддерживают, мы стараемся их поддержать, без этого никак. Потому что сейчас нелегкое время, честно сказать, если даже тем учреждениям, у которых есть уже свой стационар, свое здание, даже им нелегко, а нам уже как бы вдвойне получается. Ну, мы стараемся. И вот недавно мы вернулись, вот буквально вчера они вернулись. Турне у нас было по городам республики, начиная с Кумертау до Ишимбая. Мы 9 дней гастролировали, ну, неплохо.
мы показали, что мы живы, здоровы и работаем, и творим. Чтобы вас снова ждали. Да, и в апреле месяце тоже вот уже Федоровский район, Микинский район, Зербашевский район, Альшеевский район, Давлеканово тоже вот выезжаем 4 уже апреля. Вы знаете, хотелось бы мне о чем спросить. Вот вы слушаете искусство, да, изначально вы 15 лет в Сибайском башкирском театре драмы отслужили, да. Сейчас вы больше управленец. Правильно я понимаю? Да. Хозяйственник и управленец. Легко ли было менять ипостась? Как справляетесь? Где, у кого учитесь? Ну, если честно, мне отец все время работал директором школы. И, наверное, я у него учился, в первую очередь. Но потом и в театре я работал уже, там в течение 5 лет работал помощником художественного руководителя, нашего уважаемого Галиева Дамира Мазитовича. Все равно, наверное, и у него я к чему-то учился все равно. Какой-то опыт набрал. И когда я еще работал помощником художественного руководителя, я выезжал как администратор на гастроли. И все время был руководителем бригады. Но это постепенно все это набирается, наверное. Ну, получается, это у вас планида такая, в конце концов, прийти к руководству большим таким учреждением культуры. В прошлом сезоне творческий коллектив объединения порадовал зрителей музыкальной комедии «Операция И» или «Журналистка НЖ». Комедия пришлась по душе почитателям искусства. И вот многих зрителей интересует вопрос, будет ли такой опыт повторяться в дальнейшем? Будут ли еще на сцене выступления подобного жанра? Конечно, будут. Потому что даже если взять даже российские звезды, московские звезды, они тоже снимаются в кино, так ведь, например, Киркоров или там остальные, они тоже снимаются в кино. Почему вот артисты филармонии должны выступать как актеры, например? Ну, актеры, они, да, на самом деле, они и поют, и танцуют, но наши певцы, танцоры не хуже выступают. И много жанров все равно лучше идет. Потому что когда только танцы, когда только песни, они принимаются не так. Глаз замыливается. Да. А так все равно будут такие проекты, и они нужны все-таки. А есть уже какие-то наметки? Ну, есть. Пока не будете раскрывать, чтобы не сглазить, да, как говорится. А поступают ли предложения нашим артистам? Вот я знаю, что сейчас в нашей республике активно развивается кинематограф, да, есть несколько фильмов, снятых режиссерами Башкортостана. Есть ли приглашение наших артистов сибайских вот в такие проекты? Может, до меня были, может быть, я не могу сказать, но пока я работал, пока еще не поступали такие. Тут, вы знаете, к нам поступил вопрос, наверное, личного характера, но я думаю, что его стоит задать. Айбулат Минигалеевич, к сожалению, не подписались, но пишут, что хорошо помним вас и вашу супругу со времен работы в театре. Ваша семья также переехала в Сибай, и хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам? Потому что ведь говорят, вот я сколько слушала киноактеров, да, они категорически против, чтобы их дети шли вот по этой же стезе. Ну, если честно, когда я хотел быть актером, родители были против. Но своим детям я не буду запрещать, если они захотят. Но, как я думаю, они не хотят. Потому что они видят, как мы работали до этого. Но сын у нас все время на сцене выступал. С 3 лет тоже играл на сцене. Но он сейчас танцует. Ну, я не знаю, как сложится потом его судьба, но если они хотят... Как говорится, препятствовать не буду, но всю правду о профессии расскажу. Но они уже знают. Они уже знают. Потому что это на даже рассказывать не надо, они уже знают. А вот когда вы же тоже на гастроли ездили, да? С вами дети ездили? Ну, бывало разные. Иногда мы оставляли их родителям, иногда с собой брали, ездили они с нами. Потому что у многих актеров и артистов дети закулисные, так скажем. Ну, и наши тоже так.
А как вам удается командный дух коллектива? Потому что, ну, как вы правильно сказали, непростые времена, да, и требуются, ну, дополнительные какие-то меры поддержки, да. Как вам, может быть, у вас какие-то есть совместные выезды на природу или какой-то свой там капустник, когда вы собираетесь все вместе? Вот немножечко, знаете, закулисной жизни. Ну, пока мы еще никуда не выезжали, но мы собираемся, потому что нам не удалось там отметить и 23 февраля, и 8 марта, потому что когда люди отдыхают, мы работаем, вот поэтому но мы собираемся. Но у вас уже накопилось много праздников. 23 февраля, 8 марта, День работника культуры, Всемирный день театра. То есть получается очень... Ну, есть, да. Есть причина, чем дальше, куда-то тем выезжать, больше. да. И вот опять же к вопросу сотрудников, ваших коллег. Такой вот поступил от зрителей вопрос. Как-то решается вопрос по обеспечению жильем сотрудников Сибайского концертно-театрального объединения? Мы над этим тоже работаем, пока ведем переговоры и с Министерством культуры, и с администрацией города. Но надеемся, что все получится. То есть это не пущено на самотек? Нет. Мы над этим, я как только вот приступил к работе, я начал с этого. Потому что я поднимаю вопрос, потому что у артистов не такая же высокая зарплата, так ведь Да. они, например, они в кредите или как-то, они не могут приобрести вот эту квартиру, но они могут как бы просто город, если поддержит, если республика поддержит, это будет хорошо. Потому что, например, я приехал сюда в 1997 году, я приехал уже, нам дали сразу же сперва однокомнатную квартиру, потом трехкомнатную квартиру. И многие тогдашние артисты, потому что и филармонию также, вот первые, например, Азамат Тимиров и остальные, все, они сразу получили квартиру и остались здесь. И многие также поступили. И все равно артисты, они же как бы все время на гастролях, они как-то, все равно у них должен быть свой очаг. Да, Они где должны, прийти, отдохнуть. И над этим мы работаем. Я думаю, все получится. А пополняется ли ваш коллектив новичками? Да. Где берете кадры? Мы ищем, вот на той неделе только мы съездили в Уфу, и училище, колледж имени Рудольфа Нуриева и колледж искусств в городе Стерлитамаке мы ищем. Но вот пока я работал, там в течение 5 месяцев у нас уже 4, что ли, там уже танцоров. Там, 4 танцора. Да. 3 парня. У нас уже как бы танцевальный коллектив уже обновляется. Уже весной вот тоже новые должны приехать. Вот в апреле месяце с Стерлитамака 2 девочки должны приехать уже как бы на практику. Потом, надеемся, тоже они останутся. Обновляем. А чем завлекаете? Ну, завлекаем, потому что они же знают уже Сибайскую филармонию. Уже как бы они знают. Тут уже ими работают. Да, ими на вас. работают, да. Ну, я понимаю, что такая же практика примерно у врачей, когда главврач едет в профильные вузы, да, отсматривает, приглашает. С желанием едут? С какими амбициями едут к вам молодые артисты? Ну, вот есть, конечно, разные, да. И некоторые с желанием, некоторые как-то с осторожностью. Ну, есть. Ну вот вы говорите, что уже 5 месяцев назад, да, первые новички появились. Да. По прошествию 5 месяцев, как они настроены? Остаться или присматривают где-то другие варианты? Ну, надеемся, что останутся, потому что они уже, многие уже как бы после армии уже, они уже как бы уже не молодые совсем. Они уже знают, куда, зачем пришли. И у них глаза горят, главное, и думаю, что они останутся и будут работать, и творить. У них есть желание работать. А вообще есть такое понятие, как текучка кадров у вас? У нас пока нет. Нет. То есть это такой крепкий, слаженный коллектив? Да, вот ушли там 2-3 человека, но они уже на пенсии. Они уже не могут танцевать. Просто вот уже, потому что вот танцоров же как бы... Век короткий. Да, короткий, да, поэтому они уже, если даже хотели бы, они не смогли бы. Ну, вот знаете, хотелось бы поговорить еще вот о чем. Насколько знаю, 24 марта творческий состав объединений представит вниманию сибайцев новую концертную программу. Вот хотелось бы немножко о ней поподробнее. Чем порадуете зрителей? Как называется? О чем? Что? Называется «Башкортомдың хазинага ярлы мұңлы Сибайдар». Ну, это название уже, наверное, кто на башкирском понимает, они как бы уже поняли,
потому что, на самом деле, Сибай это как бы кузница вот, фольклора или как-то вот. У нас сохранится все равно, вот, иногда вот, когда я работал в Сибайском театре, они все время, вот у нас народный театр, Сибайский народный театр, но они же как бы не Сибайский народный театр, но все равно как бы народ ближе, как бы, они воспринимают, поэтому и Сибайская филармония тоже так же относится к Сибайской филармонии, потому что они как бы хранители вот этих всех традиций, всех нашего как бы народа. И если сказать, есть свой мон, как звучание, вот эта мелодия, все равно есть у сибайцев. Нигде больше такого нет, такой филармонии больше нет. Даже в Уфе у них уже как-то все по-другому. А мы как бы все равно тесно общаемся с народом, и поэтому у нас и песни звучат по-другому, и танцы как-то уже смотрятся по-другому, потому что мы ближе к народу. Ну и что будет в этой концертной программе? В концертной программе будут и песни, и танцы. Все равно мы как бы показываем историю нашего как бы народа. И потому что в последнее время очень много вот дешевых концертов. Вот поэтому мы Дешевых хотим. в каком смысле? Ну, в каком смысле? На сцене 2-3 человека там поют под фонограмму, никакого смысла, и песни дешевые. А у нас как бы мы хотели показать, что в самом деле вот искусство, как должно быть ваше искусство. Мы же как бы творим, мы же как бы Приобщаете к прекрасному. Да, прекрасному, и народ все-таки должен знать. Вот, в самом деле, как должно все это быть. Ну, тогда я, пользуясь случаем, хочу сразу же пригласить всех сибайцев 24 марта. Где вы происходите? В театре? В театре, да, имени Арслана Бурякова. Приходите. Где приобрести билеты? В кассе, в театре. Ну, в кассе. В кассе драмтеатра. Да, драмтеатра. Вот время бежит очень быстро, время нашего эфира тоже подходит к концу. У нас остались вопросы, которые мы еще не задали. Мы обязательно передадим их нашему гостю и посредством информационных выпусков обязательно на них ответим. Ну и вот в преддверии таких больших праздников, как День работника культуры, Всемирный день театра, ваши пожелания коллегам, может быть, зрителю? Ну, зрителям я хочу сказать, мы как никогда нуждаемся, и пусть посещают наши как бы все мероприятия, все наши концерты, не только концерты. У нас кроме филармонии еще есть и детский театр «Сулпан». Пусть посещают и тоже пусть обращаются у нас сейчас или через газету, или через радио, или через интернет можно как бы все равно надо выходить и как бы просить, потому что как бы если мы как бы просим, это же, как говорится, один в поле не воин, а если вот наши горожане уже как бы выйдут своими как бы требованиями, своими пожеланиями, вместе мы сила. Да, да, вместе мы сила, пусть тоже обращаются. Ну, а коллегам? А коллегам творите, потому что искусство это как бы красота, а, как говорится, красота спасет мир. Ну что ж, спасибо большое вам за беседу. Я напоминаю, что сегодня гостем в Сибайской студии телевидения был директор Сибайского концертно-театрального объединения Айбулат Минигалевич Кутушев. Вам я желаю вдохновения, терпения, выдержки, удачи, везения и здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Ну, а мы с вами встретимся в этой же самой студии ровно через неделю. С вами была Алина Полянская и программа «Крупным планом». Всего доброго и берегите себя.